В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты Ия Рамзан-Абуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Спустившиеся с гор. В Музее Республики открылась вторая международная биеннале современного искусства. Концепция этой биеннале заключена в коммуникации, в очень искренней и открытой. Произведения поражают воображение, вызывают споры, изменяют мир, но никогда не оставляют равнодушным. Спорт объединяет. База отличная, условия отличные, полный цикл спортивных объектов, который позволяет полностью организовать тренировочный процесс. 57 детей из новых присоединившихся регионов России проходят тренировочные сборы в нашей республике. Как горные красоты и чистый воздух вдохновляет на новые свершения. «57 спортсменов из присоединившихся регионов России проводят тренировочные сборы в высокогорье республики. Проходят они в спортивно-оздоровительном центре «Ахмат» Веденского муниципалитета. Горы позволяют раскрыть в себе новые качества характера и узнать свои сильные и слабые стороны. А вдохновение бойцов – это вековых исполин Кавказа в материале Турпала Алитайсумова. Игорь Бухтий и Сергей Поднюк – большие друзья. Обоим по 13 лет. Дзюдо занимаются с раннего детства. Спортивно-оздоровительный центр «Ахмат» Веденского района прибыли в составе группы из Запорожской области. Их пребывание в Чеченской Республике стало возможным благодаря поручению главы региона Рамзана Кадырова. Мы когда сюда приехали, люди были такие доброжелательные, гостеприимные. Нас тут кормят вкусно, очень. Занимаемся каждый день. Нас уже возили по Грозному городу. Очень красивые пейзажи тут природные. Горы красивые, снег уже на горах появился. Часто ходим в бассейны и в спортзалы. Иногда выходим на улицу, если хорошая погода, там на тренажерах. Помимо тренировок нас водят по экскурсиям, мы гуляем по магазинам, прогуливаемся по территории в оздоровительном центре. Всего спортсменов 57. Они прибыли из Донецкой, Луганской республик, а также из Запорожской области. К примеру, эти ребята занимаются карате. Их тренер Андрей Каширин отмечает, что здешние условия – мечта каждого профессионального атлета, а помимо спорта его подопечные познают для себя много интересного. Мы, естественно, с удовольствием приняли данное предложение. Я, когда ребятам об этом сказал, все с восхищением приняли это предложение. И желающих было гораздо больше, чем мы смогли с собой сейчас взять. База отличная, условия отличные, полный цикл спортивных объектов, который позволяет полностью организовать тренировочный процесс. Горный воздух, который позволяет и оздоровиться, и который укрепляет наше здоровье. Все великолепно. В тренажерном зале молодые люди также показывают усердие, а еще сюда прибыли вольники. Борцы также занимаются активно. Просторный зал позволяет ощутить полную свободу движений. Это самые идеальные условия для достижения успехов на ковре. Горячий и вкусный обед – приятное завершение тренировочного дня. Такой теплый прием наглядно показывает, что в субъекте достаточно инфраструктуры для занятий как местных, так и всех желающих проявить себя в честной борьбе. Турпал Алитайсумов, Магомед Тагаев и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. В Музее Чеченской Республики открылась вторая международная биеннале современного искусства Кавказа. Тема этого года – «Спустившиеся с гор». И неспроста. История человечества показывает, как главные откровения были ниспосланы избранным в уединении на вершинах гор. В грандиозном проекте принимает участие более 50 художников. Амина Тупилагова об искусстве, поражающее воображение. Проект биеннале имел невероятный успех на первой площадке в Москве. Подтверждение тому – 9 тысяч посетителей и их воодушевленные отзывы. Выставка отвечает всем вызовам современности и рушит стереотипы о кавказцах. Началось все с общения с региональными СМИ. Куратором выступала советник министра культуры региона Екатерина Гринчевская. Она задала атмосферу мероприятия, где вопросы прозвучали в адрес не только организаторов, но также и ими. Основной темой обсуждения, конечно же, стало искусство. Для меня концепция этой биеннале заключена в коммуникации, в очень искренней и открытой. Она отвечает на вопросы, насколько мы умеем друг друга слышать,
слушать, понимать, обмениваться своими культурными кодами. Да, мы говорили с вами о том, что в нашей стране живет очень много национальностей. И вот такая площадка диалоговая, где принимает участие огромное количество художников, это самая обширная география. Истоки этих художников – Кавказ, территория Кавказа, но сейчас они живут не только в России, за пределами этой Азии, Соединенные Штаты, Европы, то есть они разбросаны по миру. И вот это диалог их, это диалог самого музея и Министерства культуры и тех людей, которые живут в тех регионах, где проходит это биеннале. Официальное открытие проекта привлекло внимание не только жителей и гостей региона, но также политиков и творческой интеллигенции. Вторая международная биеннале современного искусства Кавказа благодаря министру культуры региона Айшат Кадыровой переместилась в самое сердце Северного Кавказа – Грозный, музей Чеченской Республики. Мы открываем в стенах музея очень важный проект, который затрагивает тему, с которой столкнулся, наверное, абсолютно каждый человек кавказской национальности за пределами своего региона. И выставка так и называется «Спустившиеся с гор». Этой выставкой мы рушим стереотипы и показываем Кавказ глазами тех, кто родом отсюда, кто его любит. Как отметила наш министр культуры Айшат Рамзановна, Кавказ надо показывать не только с исторической и этнографической стороны, но и с современной. В проекте принимают участие представители республик Северного Кавказа и Закавказья, в том числе проживающие в других странах мира. Зак Кахада родился и вырос в Америке, но гордится своими адыгейскими корнями. Зов крови оказался настолько сильным, что в основе творчества мужчины лежат национальные мотивы. Это сломает стереотип. Это должен сломать стереотип. И чё, мы с гора? Отлично, я с гора. Это не плохо. Для меня это честь. Всегда тянул меня эта энергия с гора. Поэтому для меня не стыдно. Для меня это стереотип не существует даже. Да, мы с гора, и слава Богу, с гора. Это отлично. И не просто гора, самая высокая гора в Европе, давай скажем. В экспозиции представлено более 80 произведений разных жанров – живопись, скульптура, инсталляции и диджитал-арт. Проект призван наладить культурный диалог, а также показать все богатство и разнообразие культуры народов Кавказа. Не только ее аутентичность и самобытность, но при этом современность и уникальность. На этой выставке представлены две мои работы. Акрил, масло по холсту. Картина написана в середине этого года. И как-то так получилось, что именно когда я их закончила, я и узнала, что состоится вот это биеннале, и подала свои работы. Это очень много значит для художников. И для тех, кто недавно, да, в выставочную деятельность свою начал, и для тех, кто уже давно работает. Тема биеннале этого года «Спустившиеся с гор», и выбрана она не случайно. Что же такое Кавказ в понимании людей, далеких от него? Соответствует ли их представление реальности? Площадка способствует избавлению от общепринятых стереотипов о чудесном крае и его населении. Я первый раз в Грозном, буквально несколько дней, и сегодня я действительно спустилась с гор. У нас была экскурсия, и мои стереотипы полностью разрушены. И благодаря этой выставке они нарушено окончательно, потому что Кавказ представился для меня совершенно в ином цвете, очень творческая обстановка. Я в восторге от музея и надеюсь, что такие выставки будут проводиться не один раз. И в следующий раз я живу в Москве, я обязательно буду следить и схожу в первую очередь там, в Москве. Мне очень запомнились картины, которые находятся позади меня. Меня прям очень впечатлило это. Именно сама текстура. Мне нравится посыл наших молодых художников, которые проявляют себя с помощью через картины, то, что они пытаются показать и как-то вынести свои переживания, свои эмоции через картины. Это очень здорово. Я не знаю, у меня нет такого таланта, но я всегда восхищалась людьми, которые умеют это что-то делать и приносить что-то хорошее для людей и радовать людей окружающих этим. История человечества показывает, как главные откровения были ниспосланы и избраны в уединении, на вершинах гор. В них живет душа, а в соприкосновении с ними человек обретает гармонию. Ироничное название «Спустившиеся с гор» сбрасывает такого клише, присущего данному выражению, а идея создания надиктована чувством гордости за причастность к этим каменным великанам. Нам пришло в голову создание именно биеннале, то есть не одноразовой выставки, которую бы мы могли провести, а постоянного мероприятия, которое будет проходить каждые 2 года.
По сути, это такая институция нового формата. То есть музей без помещения, без хранения и так далее, но выполняющий все функции полноценной организации. Мы принимаем заявки буквально ото всех опытных, неопытных, молодых, взрослых авторов и позволяем, по сути, всем на абсолютно равных условиях представить свое творчество. Даже сами кавказцы порой не знают, насколько они многогранны и талантливы. Поэтому после Москвы и Грозного биеннале продолжит свой путь, отправившись в Дагестанский музей изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале, музей истории мировых культур и религий в Дербенте и в галерею «Экспромт» в Нальчике. Амина Тупилагова, Саитамин Мусаев, Анзор Тураев. Вести. Чеченская республика. Черный цвет для адыга не означает траур, что-то плохое или злое. Он несет в себе хорошее, поэтому в работах Зака Кахадо преобладают темные тона. Мастер представил свои экспозиции во второй международной биеннале современного искусства Кавказа, проходящем в музее региона. Мадина Нуцалчиева о том, зачем так много земли в картинах художника и как вышло, что выросший в США парень так близок к своим адыгским корням. Теплая обстановка, непринужденная беседа. Так проходит творческая встреча студентов Грозненского государственного нефтяного университета имени академика Миллионщикова с адыгским художником родом из США Заком Кахадо. Гость охотно делится своим видением прекрасного, историями из жизни и советами для тех, кто только начинает свой творческий путь. Для меня очень приятно быть здесь. Спасибо Министерству культуры Чеченской Республики, спасибо музею Чеченской Республики и спасибо Кавказской. Детство и юность Зака прошли в Штатах, но любовь и уважение к родине сопровождали его всегда. Он много времени посвятил архивному изучению истории своего народа. Всего работ, посвященных адыгской тематике, в коллекции художника 30. Двое из них он представил на втором международном биеннале современного искусства Кавказа, спустившиеся с гор, проходящей в Грозном. Сегодняшняя встреча также состоялась в рамках этого проекта. Зак Кахадо принял участие не в одной выставке. По его словам, искусство — это мост, и он старается выстроить его с как можно большим количеством людей. Есть творчество, которое фантазия, и это каждый свое есть. Ну, как я видел его, как я вижу, творчество должен быть серьезно и важно, который разговаривает с людьми. Это должен быть диалог между культурами. Кавказской культуры и русской культуры, кавказской культуры и европейской культуры, кавказской культуры и японской культуры, Африки. А я хотел сделать это мост, строить моста между культурами. Характерная черта картин Зака Кахадо — это темные и даже черные цвета. Одна из таких — сосуществование 3. В ней задействованы акриловая краска, настоящая черкеска, возраст которой около 60 лет, и земля. В работах Зака это некий символ того, что у каждого человека есть место, которое дорого его сердцу и к которому он стремится, будучи вдали. Работа выполнена в интересной технике, что-то вроде инсталляции на холсте. Выбор на нее пал не случайно. Так Кахадо хочет привлечь как можно больше внимания через творчество к своей культуре и показать ее красоту миру. Вот так, без скрытых смыслов и посылов, через темные тона на своих полотнах Зак Кахадо говорит о своей светлой любви к родной земле, культуре и традициям. Мадина Нуцалчиева, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Порхать как бабочка, жалить как пчела. Даже люди, далекие от бокса, слышали эту знаменитую фразу. В ней кратко выражена суть данного вида спорта – быть быстрым, легким и подвижным, но при этом в нужный момент нанести точный и сильный удар. Автор фразы, боксер Мухаммад Али, был воплощением этой философии и кумиром миллионов. Последователи его таланта собрались в Грозном на финале всероссийских соревнований по боксу на призы главы Чеченской Республики. Порядка 100 представителей регионов страны состязались в 13 весовых категориях. Адам Сулейманов следил за триумфами спортсменов. Финал всероссийских соревнований по боксу собрал в очередной раз в Грозном 96 представителей разных республик, разделенных на 13 весовых категорий. Среди зрителей присутствуют и официальные лица: вице-премьер правительства Чеченской Республики Абузейд Висмурадов, министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов и другие. Да, выступить боксер в финале درس هو باش عن شيء أصلويش هون إيشك شيء دول ملاك يشتيو يلا كوبيو يلا زربلة يلا ستيبندي يلا مصوم يعوش أول يتصل شوي ما يدوريات يدين ميت بعد سامو
Судит спортсменов компетентное жюри международной категории. За плечами некоторых имеются высокие титулы, и это не оставляет сомнений в их профессионализме. Стоит отметить, что престижный турнир является ежегодным и проводится при поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мероприятие нормально идем. В зале собрались как профессионалы, так и просто любители этого зрелищного вида спорта. У каждого свой фаворит. Напряженная атмосфера подтверждает то, что они искренне болеют за родных и близких, выступающих на ринге. Среди финалистов представители разных возрастов, от 19 до 40 лет. Собравшиеся борются за главный приз от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Победители ждут звания мастеров спорта, кубки, а также почетные грамоты и ценные призы. На ринге проходит настоящее испытание на характер. Бойцы демонстрируют силу и ловкость, медленно, но верно продвигаясь к победе. Адам Сулейманов, Ампукаев Саид Али, Вести, Чеченская Республика. Свыше 6 тысяч саженцев породы ясень высадили на площади 2 гектара в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Посадку произвели на территории Грозненского лесничества. Проект реализуется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. В мероприятии приняли участие лесопожарные центры, профсоюзная организация, волонтеры и общественники. Субъект ежегодно присоединяется к данной акции. Одна из главных задач – это бережное отношение к природе и приумножение лесных ресурсов. Цель этой акции – объединить усилия для того, чтобы сохранить лесные ресурсы России. И на территории Российской Федерации в этом году будет высажено около 70 миллионов деревьев. И это у нас и не последняя акция. Как начал только действовать проект по сохранению лесов, мы активно принимаем участие. В российский прокат вышла историческая драма «Сердце Пармы» режиссера Антона Мегердичева. Сюжет кинокартины рассказывает о русском князе Михаиле, который влюбляется в юную ведьму Тиче. Это история противостояния двух миров – Великого Московского княжества и Уральской Пармы. В нем сталкиваются герои-призраки, князья и шаманы. Герои выпадут испытаний, в которых расстаться с жизнью не так страшно, как совершить предательство. Картина также доступна к просмотрам в кинотеатрах республики. Стать непобедимым воином, просто машиной для убийства, озвереть, вот что может сделать обстоятельства с человеком, и после этого проиграть. А потом все-таки из пепла возродиться и стать пахарем, условно говоря. Вот это то, о чем этот фильм, о пути мужчины. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.